Na nama je da kažemo, Gospode, budi na pomoći, pomozi nam, da budemo ljudi, što je patrijarh Pavle. Imali smo čoveka na čelu crkve koji je bio najbliži Bogu u tom vremenu među Srbima i govorio je: Gospode, ako već mora moj narod da ratuje, neka strada, ako već nešto mora da bude, neka bude stradalni, nek ne bude onaj koji ugnjetava drugog. Negde u drugoj polovini novembra dolazi prva grupa ruskih dobrovoljaca od 12 njih, mladolikih. Ni po izgledu se ne bi moglo reći da je i jedan bio stariji od 20 godina, mada se ispostavilo da ima poneki i stariji, ali bilo ih je i mlađih od 20 godina. Константин, он родился 17 июня 1972 года. Родился в городе Гарм, Таджикской республики тогда. Это был Советский Союз. Я очень легко переносила эту беременность. Я все время где-то гуляла там по этим горным. Мы работали в сейсмологической экспедиции с мужем. Там жили таджики, киргизы, горные евреи. И в основном они там возделывали свои участки, выращивали что-то такое, ну, какие-то культуры, ходили на охоту. Место называлось Хаид. Это вечный праздник на фарси, вечный праздник. И вот Константин, он родился во всей этой красоте. Ну, надо сказать, что мальчишка совершенно был непослушный. Он был настолько непослушный, что я не знала, что с ним делать. Он не мог на месте сидеть ни минуты. To je bilo toliko iznenađenje da neko iz tolike udaljenosti iz Sibira, 3000 kilometara daleko na istok od Moskve, dođe u jedan Višegrad da bi pomogao и народу, и nama kao vojsci. И тогда вот мы решили все-таки, что нам надо ехать в Москву, возвращаться. Ну и мы потом, родился еще один сын, Иван. И мы решили, что нам нужно купить домик на селу. И дети так и росли, вот они играли вместе, все время на воздухе, бегали босиком. И перестали болеть. Было все добро. Вот. Потом Костя, значит, уже вырос, учился в школе, ну, они оба учились. И он стал учиться сам на гитаре играть. На гитаре и одновременно качался, накачивать мышцы. Стал такой широкоплечий, красивый. Потому что он был очень чистосердечный человек такой был. Он хороший друг. И совсем еще ребенок. Такой ребенок, что он вот... Ну и призвали его в армию, в войско. Он пошел с удовольствием туда. Он мне писал все время письма: мама, как я скучаю по нашему дому, как я хочу посидеть опять вместе на нашей кухоньке, все вместе. Потому что у нас был как клуб. Он так изменился после армии. И вот когда он вернулся, а стало очень плохо тогда в Советском Союзе, он рушился, страна рушилась. Он сказал: мама, я не хочу здесь жить. Я не хочу здесь жить, это не моя страна. И вот началась вдруг война в Боснии. В Боснии, в Герцеговине. И казаки эти говорили: ребята, надо ехать воевать за братьев сербов. И он сказал: я поеду, и все. И когда ему стали говорить: ты совсем молодой, ты ничего не понимаешь, он выглядел моложе своих лет. Ему было 20, а он выглядел лет на 17. Такой был юный совсем. Он сказал: я дал слово, и я поеду.
A pošto je išla zima, ja sam se zabrinuo kako da im obezbedim jakne koje će ih štititi i od kiše i od hladnoće. Međutim, oni su rekli ne, nama je košulja dovoljna, nama ne treba ništa više jer vaša zima za nas ne znači ništa. To je u stvari i najveći doprinos koje su ti 12 ljudi donijeli neku pozitivnu energiju na čitav taj prostor, da to više niste mogli da prepoznate ni ljude, ni vojnike, Srbe koji su od jednog, da tako kažem, očajnog i izgubljenog stanja postali moćni. Он мне говорил: мама, не беспокойся, я не буду воевать, мы едем восстанавливать города, мосты, мы едем строить. Не беспокойся за меня, все будет хорошо, ты же знаешь. А я сразу поняла, что он едет в Югославию. И я сказала ему: сынок, если так случится, что там будет война или что-то, не убивай никого. Никогда. Višegradska interventna jedinica je bila jedna od najjačih jedinica u vojsci Republike Srpske. U oktobru 1992. su počeli da dolaze ruski dobrovoljci na teritoriju opštine Višegrad. Он обладал даром предвидения. Он мог чувствовать, что произойдет. И своим друзьям он сказал, что меня убьют. Я знаю, что я там погибну. У него были очень хорошие руки. Он мог руками своими лечить. Вот так подругу мою лечил вот так руками. У нее прошла головная боль. Мог двигать предметы какие-то. Вот так, такие были руки. Он был уникальный человек. А это Негов Пасуш. Как-то все очень быстро произошло. Мы все собрались, проводили его, повели на вокзал. И что интересно, его отец, он тоже пришел его проводить. И он так плакал на вокзале, когда уже поезд пошел. И он сказал, что я его больше никогда не увижу. Я говорю: что ты говоришь? Зачем ты такие вещи говоришь? Глупости. Он говорит: я чувствую это. I išao sam često gore na okolištima gdje su oni spavali. Ikona i kandilo je non stop gorilo, služilo. I te noći kad će da poginu, te sutradan kad će da poginu, kandilo im je dalo znak da će biti stradanja. Iskočilo je iz kandila žar, počelo je da im gori deo te sobe gdje su oni bili i oni došli i kažu: mi smo dobili znak od Gospoda Boga da će biti strašna bitka i da će pitanje ko će se od nas vratiti. А в последний раз я с ним разговаривала до боя. Это вот страшный бой, вот это 12 апреля. Они... Я точно помню, что это была суббота, когда он мне звонил. Их несколько русских добровольцев поехали в Рогатицу, где работала почта и переговорный пункт. И они звонили все, кто кому хотел, им разрешили звонить и говорить сколько хочешь. И сделали громкую связь. Было все слышно в зале. Он позвонил сначала своей девушке, а ее не было дома. А потом позвонил мне. И я, когда услышала его голос, стала плакать, вот как сейчас. Ничего не могла ему другого сказать, только: Костик, я тебя очень люблю. Без конца повторяла это. Я очень тебя люблю. Береги себя. Ta bitka na Zaglavku je bilo strateško mjesto za Višegrad, odnosno Republiku Srpsku. 12 апреля 1993 года на горе Заглавок на нас напали мусульмане.
В 7 часов 15 минут начался бой на горе Заглавок. Чуть раньше начался бой на горе Столоц, где погибли Владимир Сафонов и Дмитрий Попов. На горе Заглавок был ранен в голову Александр Кравченко. Был ранен осколками Владимир Егерь. Я также был контужен. И погиб рядом со мной Константин Богословский. Tri Rusa i 5 Srba su ostali zarobljeni kod neprijatelja, dok je jedan Rus, Konstantin Bogoslovski, izvučen sa linije i sahranjen u Višegradu. U ime srpske opština Višegrad i Goražde, u ime stanovnika Višegrada, mi se danas opraštamo od našeg brata Konstantina. Njegova smrt, herojska, služit će nam vječno kao primjer kako se mora voljeti sloboda, kako se treba boriti za slobodu. Njegova braća i sestre iz Višegrada, iz Goražda i svih srpskih zemalja posjećivat će njegov grob, a srpske majke iz Višegrada uvijek će oplakivati njegovo vječno boravište. Как ни странно, у меня такое чувство, вот все фотографии, все слики с памятников, как будто они все смотрят на меня и радуются, что я приехала, вы знаете. Это все, конечно,
это все из области какой-то фантастики. Но у меня такое чувство, что вот я приезжаю, они все знают, что я приехала. А когда уезжаю, как будто смотрят и говорят: не уезжай. Вот так вот. Это удивительно. Но я очень странно, что вот когда я... Ой. И сегодня вот уже 20 лет прошло, и я, находясь здесь, меня прям переполняет чувство радости и одновременно чувство горечи за тех, кто остался здесь навечно. Ну, они остались не просто так. Каждый из нас принес частицу русского духа, привез веру сербскому народу, что русский народ помнит о сербском народе и всегда будет вместе, несмотря какое будет правительство в России. Мы простой русский народ, всегда придем на помощь, даже если нас не позовут. Потому что мы есть православные, потому что мы есть русские. Это все мои близкие люди. Это другой мой родной город, Вишеград. Он мой любимый родной град, как будто другая моя родина.